Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем занятия по алгебре и началам анализа 11 класса. И тема нашего сегодняшнего урока– решение задач по теме функции, их свойства и графики. Основные цели и задачи нашего сегодняшнего урока– это повторить основные свойства функций, исследовать свойства функций и научиться строить графики функций. Давайте вспомним основные схемы исследования свойств функций. Во-первых, чтобы исследовать какую-либо функцию, необходимо, во-первых, определить для него область определения и область значений функции. То есть определить область, необходимо установить область определения функции f от x, это множество d от f обычно обозначает, и установить области значений функции f от x, то есть множество e от f. Это все значения, которые может принять независимая переменная. Во-вторых, необходимо найти точки пересечения графика функций с осями координат, то есть точки пересечения графика с осью абсцисс, это называется нули функции, и найти точки пересечения графика функции с осью ординат. В-третьих, необходимо определить промежутки знакопостоянства функций, то есть указать те промежутки, в которых функция принимает положительные значения, то есть f от x у нас должно быть больше нуля. Следующее, что мы указываем, это промежутки, в которых функция принимает отрицательные значения, то есть f от x у нас должно быть меньше нуля. Следующее, что мы исследуем, это четность и нечетность функций. То есть необходимо установить, является ли функция f от x четной, либо нечетной, либо является ли она нечетной, не нечетной. Следующий шаг – это определение периодичности функций. Необходимо определить, является ли функция f от x периодической или нет. То есть если она является периодической, то необходимо указать наименьший положительный период функции. Это необходимое условие только для, в основном, тригонометрических функций. И следующее исследование – это промежутки монотонности функций. То есть необходимо найти промежутки, в которых функция наша возрастает, и указать промежутки, в которых функция убывает. Здесь, чтобы найти промежутки монотонности функции, помните, что необходимо вычислить производную функцию. Где производная функции положительна, там функция возрастает. Где промежуток, где производная функция отрицательная, там функция у нас убывает. Следующее, что мы исследуем, это точки экстремума функции. То есть необходимо указать точки максимума функции и точки минимума функции. Давайте рассмотрим следующую задачу. Необходимо найти область определения функции f от x равная корень квадратный от x минус 2, деленное на x квадрат минус 9. Давайте исследуем область определения. Во-первых, так как у нас это дробная функция, то знаменатель никак не может быть равным нулю. И во-вторых, есть у нас корень квадратный, а подкоренное выражение у нас должно быть обязательно положительным, то ОДЗ у нас должно быть следующим. X минус 2 должно быть больше или равно нуля. Это у нас подкоренное выражение. А знаменатель дроби x квадрат минус 9 не должен быть равным нулю. Как мы знаем, на 0 делить нельзя. Решим данную систему неравенств. Что мы получим? Что, во-первых, из первого неравенства системы мы получим, что x должно быть больше или равно 2, а из второго, что x не должно быть равно плюс или минус 3. Тогда мы получим нашу область. X принадлежит промежутку от 2 до 3 и от 3 до плюс бесконечности, так как 3 мы не можем принять за значение. И мы получим окончательный ответ, то есть область допустимых значений нашей функции является промежуток от 2 до 3 и от 3 до плюс бесконечности. Давайте найдем область значений функции f от x равная 5 в степени x минус 3 плюс 4. Как найти область значений? Необходимо помнить, как вычисляется область значений для показательных функций. Мы знаем, что 5 в степени x всегда больше нуля. Тогда что будет, если мы поделим обе части уравнения на 3? То есть 5 в степени x поделим на 5 в кубе. Мы получим, что 5 в степени x делен на 5 в кубе больше, чем 0 делен на 5 в кубе. 0 делен на 5 в кубе это просто 0 остается, но я получил 5 в степени x минус 3 больше нуля. Так, что будет, если мы к обеим частям неравенства прибавим 4? То есть я получаю, что 5 в степени x минус 3 плюс 4 больше, чем 0 плюс 4. То есть наша функция f от x равная 5x минус 3 плюс 4. 5 в степени x минус 3 плюс 4 должно быть больше 4. То есть мы получили область значений функций
а область значений функции у нас является областью от 4 до плюс бесконечности. Это и есть наш с вами ответ. То есть функция наша принимает значение от 4 до плюс бесконечности. Давайте решим следующую задачу. Необходимо найти промежутки возрастания функции f от x равное логарифм натуральный x минус 1 минус x в квадрате. Решим данное неравенство. Во-первых, f от x равное логарифм натурально x минус 1 минус x квадрат имеет какую-то область допустимых значений. Так как аргумент логарифма может быть только положительным, то x минус 1 должно быть больше нуля, то есть x должно быть больше единицы. Это область допустимых значений функции f от x. Рассматриваем нашу функцию только в области x больше единиц, то есть от единицы до плюс бесконечности. Это важно помнить. Чтобы найти промежутки возрастания, мы знаем, что необходимо найти производную функцию. Где производная функция? Промежутки, где производная функция положительна, наша функция будет возрастать. Давайте найдем производную функцию. f' от x будет равен логарифм натурально от x минус 1 минус x квадрат штрих. Продолжим исследование. Производная от логарифма натуральный x минус 1 это 1 деленное на x минус 1. А от производной x квадрат это 2x. То есть мы получим 1 деленное на x минус 1 минус 2x. Если мы приведем к общему знаменателю, то мы получим 1 минус 2x квадрат плюс 2x деленное на x минус 1. Нам необходимо найти промежутки, в которых производная функция f' от x равна 1 минус 2x квадрат плюс 2x деленное на x минус 1 должно быть больше нуля. То есть промежутки, в которых данная функция положительна. То есть решим неравенство данное. Решим неравенство, используя метод промежутков. Давайте для этого почислитель приравняем нулю. Здесь данное уравнение как-то разложить на множитель у нас не получится проще, поэтому находим дискриминант. Дискриминант будет равен b в квадрате минус 4ac, это равно 12. Тогда x1, 2 у нас будет равен минус b. Вместо b у меня стоит 2, это будет минус 2, плюс-минус корень квадратный от 12, деленный на 2 и умноженный на a, это у нас минус 2. Можно и числитель, и знаменатель дроби сократить на 2. Из 12 мы знаем, извлекается корень 2 корень из 3 мы получим. Как раз все двойки сокращаются. Мы получим окончательно, что x первый, второй равен 1 плюс-минус корень из 3, деленное на 2. Для того, чтобы решить задачу, мы вспомним, что мы рассматриваем только на области допустимых значений, то есть смотрим промежуток от единицы до плюс бесконечности. Это область допустимых значений нашей функции. Из решений только точка 1 плюс корень из 3 деленное на 2 находится в данной области. Притом оно может принимать данное значение. А точка 1 у нас не принимается, то есть от единиц начинается, поэтому точка у нас круглая. Производная функции на данном интервале. Ну, давайте возьмем. На данном интервале она будет, если мы возьмем значение большее, чем 1 плюс корень из 3 деленное на 2, ну, например, можем взять 5 или 10, тогда мы получим отрицательное выражение. А на промежутке от единицы до 1 плюс корень из 3 деленное на 2 она производная функция положительна. Нам необходимо было найти промежутки возрастания функции, то есть как раз там, где производная функция у нас положительна, там она возрастает. Ответ у нас будет промежуток от единицы до 1 плюс корень из 3 деленное на 2 включительно. Точка 1 не является решением. Давайте рассмотрим следующую задачу. Необходимо найти точки минимума функции f от x равное e в степени 2x минус 1 и минус 4x. То есть, как находятся точки минимума функции. Для того, чтобы точки минимума найти, необходимо найти точки экстремума функции и проверить, является ли эта точка экстремума минимальной или максимальной точкой максимума. Давайте проверим. Для того, чтобы найти точки экстремума, необходимо найти производную нашей функции и приравнять ее нулю. Находим производную нашей функции. f' от x будет равен e в степени 2x минус 1 минус 4x'. Берем производную от каждого по отдельности. e в степени 2x минус 1 это у нас сложная функция. От него производную берем сначала по e, это у нас e в степени 2x минус 1, то есть производная от e в степени x у нас не меняется. А производная от 2x минус 1 дает 2. То есть мы получим 2 умноженное на e в степени 2x минус 1. Производная от 4x это 4. То есть мы получим минус 4 просто.
Необходимо приравнять нашу производную нулю. То есть f' от x равное нулю. Решаем данное уравнение. Для этого минус 4 перенесем в правую часть и поделим на 2, то есть мы получаем e в степени 2x минус 1 равно 2. Чтобы решить данное показательное уравнение, можно логарифмировать обе части уравнения, тогда мы получим, что если возьмем логарифм натуральный, то мы получим, что 2х минус 1 будет равен логарифму натуральному от 2. Тогда х будет равен логарифм натуральный 2 плюс 1, деленное на 2. Так. Если мы отметим эту точку на нашей функции, то что мы на нашей оси ОХ, то что мы получим? Мы хотим определить промежутки, где функция возрастает и убывает. Отметим нашу точку. Посмотрим, где производная функция у нас возрастает, где убывает. Для этого возьмем точку слева, то есть, которая находится от минус бесконечности до логарифма натуральный 2 плюс 1 делен на 2. Это можем взять 0, например. Если мы подставим 0 в наше выражение производную, то что мы получим? 2 умноженное на e в степени 0 минус 1 и минус 4. Мы получим отрицательное значение, то есть минус. Если возьмем какое-нибудь положительное число 10, то мы получим, что f' от x будет положительное. То есть мы поняли, что функция убывает на промежутке от минус бесконечности до логарифма натуральный 2 плюс 1 делен на 2 и возрастает на промежутке от логарифм натуральный 2 плюс 1 делен на 2 до плюс бесконечности. Раз уж производная точка логарифм натуральный 2 плюс 1 деленное на 2 у нас является точкой минимума, так как слева производная отрицательная, справа положительная, то данная точка является нашей точкой минимума. Это ответ абсцисса. Точкой минимума является точка с абсциссой x равная логарифм натуральный 2 плюс 1 деленное на 2. Давайте решим следующую задачу. Необходимо найти функцию, обратную к функции y равная логарифм натуральный x минус 1 плюс 2 и построить ее график. Давайте решим эту задачу у доски. Рассмотрим функцию. Y равная логарифм натуральный x минус 1 плюс 2. Необходимо найти обратную функцию. То есть, чтобы найти обратную функцию, помним, что нужно выразить x через y. Чтобы x выразить через y, давайте двойку перенесем в правую часть. Логарифм натуральный x минус 1 тогда будет равен y минус 2. Двойку, если перенесем, она перенесется со знаком минус. И поменяли местами. Дальше. Необходима процедура потенцирования. То есть взять e в степени, то есть потенцировать обе части. Тогда мы получим, что если мы возьмем e в степени логарифм натуральный x минус 1, потенцируем, и здесь e в степени y минус 2, то мы получим, e с логарифмом сократятся, остается x минус 1 будет равен e в степени y минус 2. Тогда x, наша функция, x выражение будет равно e в степени y минус 2 и плюс 1. Если, как обозначает обратную функцию, если у нас функция f от x равно логарифм натурально от x минус 1 плюс 2, то обратную функцию обозначает обычно f от минус 1 от x. Она будет равно, здесь, так как обычно независимую перемену мы указываем x, а зависимую y, поменяем их местами. То есть мы получим e в степени x минус 2 плюс 1. Это у нас обратная функция функции данной. Теперь, как мы построим график данной функции? Нам необходимо было найти функцию, обратную к функции, и построить ее график. То есть мы получили обратную функцию. Необходимо построить ее график. Давайте схематически используем метод Перинус. Для того, чтобы построить график данной функции, сначала давайте построим график функции e в степени x. Это мы знаем. График функции e в степени x проходит через точку единицу. Она с осью ОХ не пересекается. И она у нас возрастающая. В точке 1 она равна e, то есть 2,71, где-то вот здесь, в точке единицы. В точке 2 это e в квадрате. Она чуть меньше 9. То есть график функции y равно e в степени x. Вот она. Это функция y равная e в степени x.
нам необходимо построить график этой функции. Что означает, если мы от аргумента отнимаем 2? Это означает, что наш график необходимо сдвинуть e в степени x минус 2. Это означает, что вот этот график необходимо сдвинуть на 2 по оси OX на 2 клетки вправо. То есть тогда мы получим график функции e в степени x минус 2. Если отнимается от аргумента, вот от x отнимается 2, это означает, что график сдвигаем вправо на 2. Если прибавляется, то мы сдвигали бы график влево на 2. То есть точка пересечения у нас, вот смотрите, там где точка 2, у нас данная точка переносится на 2 клетки влево. И эта точка также на 2 клетки влево переносится. Ну, аналогично все остальные точки. Тогда график функции она будет выглядеть где-то вот таким вот образом. Это я перенес. То есть каждую клетку на 2 клетки вправо. То есть от каждой точки, если взять, мы должны на 2 клетки переместиться. 1-2 клетки вправо переносимся. То есть это график функции y равно e в степени x минус 2. От аргумента отнимаем. Теперь, что означает, если мы прибавляем какую-то константу, в нашем случае единицу? Это означает, что график функции наша поднимается вверх на одну клеточку. Давайте я уберу лишнюю функцию и посмотрим на перенос вверх на одну клеточку. Если мы поднимем нашу клеточку еще на единицу вверх, то мы получим где-то точку вот здесь. Здесь на единицу вверх это у нас будет точка 2. То есть при x равное 2, если мы посмотрим, 2 минус 2 это 0. e в нулевой степени единица. 1 плюс 1 2. Вот как раз мы получаем нашу точку. 4, там где 4 мы поднимаем чуть-чуть выше на одну клеточку. То есть график нашей функции начинает подниматься на одну клеточку. И мы получаем наш график нашей функции. Это точка 1. Важно помнить, что схематический график, если мы построим линию y равно единице, ось наша e в степени x минус 2 должно быть больше единицы. Потому что мы его подняли вверх на единицу, и мы получили данный график. То есть график этой функции, мы получили окончательно график нашей функции. Следующий. Это и есть график нашей функции. Это единица. Это y равно e в степени x минус 2 плюс 1. Если знать правила переноса и знать графики элементарных функций, которые мы исследуем, например, e в степени x мы знаем, что оно проходит через точку 1 и начинает резко возрастать, то если к его аргументу прибавляется или отнимается, мы переносим. Если отнимается, влево переносим, вправо. Если прибавляется, то влево. Если прибавляется какая-то постоянная к нашей функции, то график функции поднимается. И если отнимается, то график функции опускается. Давайте решим следующую задачу. Необходимо исследовать на четность и нечетность функцию f от x равна 4 синус x, деленное на 8x квадрат минус 3. Давайте рассмотрим решение у доски. f от x у нас равен 4 синус x, деленное на 8x квадрат минус 3. Чтобы исследовать на четность и нечетность, необходимо найти значение функции в точке f от минус x. Ну, давайте вычислим f от минус x. Подставим вместо x минус x. Мы получим 4 на синус, вместо x подставляем минус x, деленное на 8 умноженное на минус x в квадрате и минус 3. Чему это равно? Упростим. 4. Синус, мы знаем, функция нечетная, значит минус можно вынести за знак. Минус 4 синус x мы получаем. Деленное на... Здесь минус x квадрат, это функция четная, минус исчезает. То есть мы получаем 8x квадрат минус 3. Тогда, если мы минус вынесем за знак скобки, то мы получим ту же самую функцию. 4 синус x деленное на 8x квадрат минус 3. То есть мы получаем минус f от x. Оказывается, f от x у нас равен минус f от x. Значит, данная функция
является нечетной. Нечетная она. Нечетная. То есть, что означает нечетная? Что график симметричен относительно начала координат. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Мы с вами повторили основные свойства функций, решали задачи на исследование свойств функций и строили графики функций. На этом наше занятие подходит к концу, ребята. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.